Скажите честно, вам вот это видео знакомо? Речь идет о девушке, которую зовут Линда. На видео она танцует на свадьбе у своего мужа. Звучит странно, но, как вы уже поняли, вообще не будем вдаваться в подробности и лезть в чужие семейные дела, но, как вы уже поняли, речь идет о многоженстве. Да. Давайте начнем с чего? Начнем мы с Корана. Что в Коране об этом говорится? А именно в суре Ан-Ниса, 176 аяте, Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Если вы боитесь, что не будете справедливы к сиротам, то женитесь на других женщинах, которые вам нравятся. На 2, 3 или 4. Если же вы боитесь, что не будете одинаково справедливы к ним, то довольствуйтесь одной, и на этом моменте можно поставить это видео на паузу и вообще его завершить, но мы пойдем дальше. Многоженство в исламе. Это не каприз, не проявление мужского желания, а милость и мудрость, данная Аллахом в особых обстоятельствах. Оно разрешено не для удовольствия, как многие мужчины могут себе подумать, а для справедливости. Еще в древние времена, когда войны уносили жизни мужчин, женщины и дети оставались без защиты, без поддержки, без хлеба. Плохо им было, короче. И тогда ислам позволил мужчине взять в жены несколько женщин, чтобы каждая имела дом, уважение и достойную жизнь. Но вместе с этим Аллах возложил огромную ответственность быть справедливым ко всем. То есть одинаково любить, одинаково обеспечивать и заботиться, конечно же. И давайте будем честны, сделать это очень сложно, ведь мы люди. Вот поэтому у нашего народа многоженство не стало частью традиций. Наш народ всегда ставил честь, справедливость и семью превыше всего. Это буквально основа института семьи у крымских татар. Мужчина в наших семьях – это не властелин, а опора, защитник, тот, кто отвечает за счастье своего дома. И большинство понимает, трудно быть справедливым даже к одной женщине. А что уж говорить о 2, 3, 4. Крымская татарка – это гордость, это достоинство. Она не будет тенью, она свет в доме. По этой причине крымские татары выбрали путь верности. Да, ислам действительно позволяет, но ведь не обязывает. А традиции, воспитанные любовью и уважением, сделали выбор в пользу одного сердца и одной судьбы. Вот почему у нашего народа многоженство – это редкое явление. Оно не осуждается, но воспринимается как исключение, как особый случай. Народ, переживший боль депортации, разлуку и борьбу за возвращение на родную землю, слишком хорошо знает цену единству. И может быть по этой причине крымские татары хранят ту самую чистую формулу семьи, где один мужчина и одна женщина идут по жизни вместе, плечом к плечу, деля и радость, и труд, и одну судьбу.